Генеральный прокурор Курманкул Зулушев рассказал, что с начала его работы на этом посту в бюджет в рамках уголовных дел возмещено 264 миллиона 117 тысяч сомов. По его словам, общая сумма ущерба бюджету, выявленная им, составил 2 миллиарда 99 миллионов 172 тысячи сомов. Задержан ряд виновных лиц. Сами знаете, кого из высокопоставленных лиц задерживали за последнюю неделю. Нужно сохранять тайну следствия, поэтому многие имена пока не могу озвучить. Преступления совершались не одним человеком. Участвовали чиновники, ворующие миллионы. Все будут постепенно в тюрьме. Коррупционеры, возместившие и возмещающие ущерб, нанесенный бюджету, все равно будут привлечены к ответственности, заявил Зулушев. По его словам, подозреваемые в коррупции перечисляют средства на счет государства добровольно и по собственному желанию. Некоторые в бюджет переводят до миллиарда сомов. Однако он не назвал имен и в чем обвиняются. Это не означает, что они могут избежать от ответственности. Наказание будет, конечно, но более мягкое. Деньги перечисляют те, кто соглашается на сотрудничество со следствием. Они возмещают намного больше размера нанесенного ими ущерба. Комментируя вызов экс-президента страны Сооронбая Джейнбекова в суд по делу Дюшенбека Зилалиева в качестве свидетеля, Зулушев отметил, что ни у кого нет права не ходить в суд в качестве свидетеля. По его словам, экс-президенту стоит пойти в суд, если его показания имеют значение для судебного разбирательства. Никто не может отказаться от участия в суде в качестве свидетеля. Экс-президент может прийти как свидетель. Если против него есть обвинение, то это уже другое дело. Также генеральный прокурор опроверг свое участие в аудиозаписи телефонного разговора, которую распространили в сети во время октябрьских событий 2020 года. Неустановленное лицо говорило с экс-президентом Сооронбаем Джейнбековым. Он сказал, что на аудиозаписи телефонного разговора не его голос. На вопрос, ведется ли проверка по факту прослушки распространения телефонного разговора на тот момент действующего главы страны, генпрокурор ответил, что никаких следственных мероприятий не проводится. Я знаю про эту запись, это не я. Потом была информация, тоже распространенная в интернете, о том, чей это голос. Насколько я знаю, Сооронбай Джейнбеков тогда разговаривал с одним из действующих депутатов. По словам генпрокурора, в данное время следствие по делу об авиакатастрофе в селе Дача-Су не продвигается. Он отметил, что для него принципиально важно дать юридическую оценку 10 громким фактам. Я считаю, что этой авиакатастрофе надо дать оценку. Еще с депутатских времен считаю, что по проектам строительства автодороги Север-Юг, реконструкции ипподрома, возведения Лебдат-Какемин, в общем, где-то 10 громким фактам обязательно надо дать юридическую оценку. Напомним, сегодня в здании Генеральной прокуратуры состоялась пресс-конференция по итогам деятельности прокуратуры за 2020 год. Генпрокурор дал информацию о проделанных работах на посту. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.